Завтра может в пешку пойти. Позвали там на КТМ речку. Там какие-то крутые скалы. Вот сейчас надо подумать. Просто сейчас делаю ролик о своей работе. Решил я высказаться чуть-чуть. Вчера вот выпустил первую часть. Много там наговорил. Ну, мне хочется как бы делиться всем, чтобы было понятно, как что. А вторая часть там о работе моей. Я ее не доделал, не доснимал. И вот завтра либо надо ехать на работу в воскресенье, заснять, пока никого нет в офисе. Ну, нормально все рассказать как-то по уму, не по-тупому. Кстати, может быть, я сейчас с этой речевки начну вторую часть. 21 марта мы сегодня ходили на ледовые занятия. Попозже этот ролик сделаю. Мы в Максоголохе находимся. Мы там накомментировали. Можете прикалываться, я там послушаю, что вы там наговорите. Делаем ставки. Игорь сейчас при первой попытке только до половины долез. Надо разобраться с кошками. Что-то я не то сделал. Так что пойдемте дальше на работу. В этот раз я вам все расскажу, не переживайте. Мы уже почти пришли, кстати. Сегодня я раскрываю перед вами карты. Пойдемте ко мне на работу, посидим в офисе, поболтаем. Чем я занимаюсь, тратя практически основное все свое время. Вообще, когда изначально давно как-то думаю, интересно, что нужно сделать, чтобы сделать канал на ютубе. Там чувак один говорит, если вы хотите заниматься этим сопутствующим, там типа по вечерам после работы, забудьте. Если вы хотите делать это один, забудьте. Ну вот так вот я опять же услышал его, понял, значит не мое. Все, отложил, потому что я вроде как один, не с кем. И у меня нет времени, я работаю. И походу уже кто-то узнал. Сегодня суббота, я работал полдня. По идее, как бы ты в выходные ты либо куда-то едешь снимаешь, либо ты сидишь дома монтируешь. Чтобы там поехать куда-то с друзьями погулять, там все это уже все забыто. Если куда-то ехать в выходные дни, то только с пользой что-то снимать. То есть я поэтому у меня все поездки получаются такие интересные и полезные. Подходим к офису. Вот Кирова 18, бизнес-центр. Вход. Знакома дорожка? Я думаю, многие тут были, ходили. Запоминайте дорогу. Если кому-то потребуется моя помощь, с удовольствием ее окажу. Пока я тут. Так, идем. Опа. Ну что, не ожидали? Новостройки Санкт-Петербурга и Москвы. Центральное агентство недвижимости. Вот так вот. Добро пожаловать. Такой вот у меня замечательный офис. Компактненько, нам на двоих хватает. Ермаков Игорь Александрович. На самом деле моя должность называется специалист по новостройкам. Строящиеся дома. Это совсем отличается от вторички. Я не агент. То есть, это немножко вообще другая сфера. И вот почему я говорю, что негативный окрас. На самом деле, есть много представителей моей профессии, которые думают только о деньгах и работают очень-очень непрофессионально и некачественно. В Питере проработал 6,5 лет. Заезжал на этот Новый год, кстати, в гости к ребятам. Я так очень рад был всех увидеть, кто меня смотрит. Привет вам из Якутии. Прям вот реально, вы представляете, этот день для меня был такой радостный, когда я бегал по компании, у нас огромная, а я всех знал в компании, то есть, и ко всем очень тепло относился и отношусь. Вот с Леной, с Василисой. Едем, Василису видно? Там не видно. Едем в Питер погулять. А вот моя работа в Питере. Бывшая работа. Мои коллеги. О, привет. Сейчас я для влога снимаю. Чем в Якутии занимаешь? Тоже недвижимость? И этим тоже приходится, подрабатывать. Иончик и Марина. Сидим в столовке. Тонио. Давайте на канале оставлю, да? Ой, я не люблю этот топ. Я только так могу на диванчике сидеть посмотреть. Но вообще приключения мне нравятся. На рыбалку ко мне приедешь, да? Мы с Антохой тут пытались съездить на рыбалку и так ни разу не съездили, да, по-моему? Вообще ни разу, за 2 года, да? 2 лета. Вот такие вот заняты. Ну, Антохе 2 детей, семья, конечно, ему все это сложнее сделать, чем мне. Вот наше такое здание крутое. Вот тут я и работал 6,5 лет. Не надо, как надо. Захотел, все, пожалуйста, у меня так. Только по искреннему желанию. Всем привет, это офис Звездный. Наше ипотечное чудо. Да, это мы помним. 8 911 85 30.
обращайтесь. Все, мы запомнили. Это по кладовкам и 905 по квартирам. По паркингам, да. Вот парни сидят, разговаривают, работают. А мы обнимаемся. Все, пока. Прям вот не мог распрощаться, так как тут много и всех. Много людей, большая компания, много кабинетов, которые нужно было отбежать, со всеми поздороваться. Очень мало времени с каждым пообщался. Я хочу вам всем большой привет передать. Реально очень скучаю, потому что все здесь стали моими друзьями, не только коллегами, очень многие. Поэтому очень трогательно было сейчас забежать со всеми, пообщаться хотя бы чуть-чуть. Вот так вот, такие дела. Решил предстать перед вами более нарядным, раз уж речь зашла в моей работе. В качестве благодарности сделал небольшую рекламу моему работодателю, Центральное агентство недвижимости. В этом году мы отметили свое десятилетие. Создал ее Николаев Василий Петрович, это наш учредитель. Он создал группу компании «Толкан», вот наши ежедневнички, в которые входит Центральное агентство недвижимости. Спасибо Василию Петровичу за то, что обеспечил меня работой в Якутске, обеспечил жильем. На самом деле проблем с жильем я никогда не испытывал, мне сразу обеспечили, когда я сюда ехал. И то, что у меня были ролики там в сентябре, когда я ночевал в машине, это я на самом деле сам себе создал эти трудности. Я переезжал из одной квартиры в другую, и так как я очень привередничал, пришлось немножко подождать то жилье, которое я хотел. Генеральный директор у нас Кондаков Александр Степанович, большой профессионал своего дела, я очень уважаю. И во многом о его профессионализме говорит то, что в этом году его избрали главой гильдии риэлторов города Якутска. Но самое главное и более ценное, что он стал для меня другом. И он очень хороший человек, и за это действительно я очень проникся ему с первых дней практически, когда мы только познакомились. Александр, я надеюсь, мы когда-нибудь съездим с тобой на рыбалку, хотя бы на несколько дней, именно порыбачим, поплаваем, отдохнем именно в такой неформальной обстановке. Очень хочу, не в рабочей. Нам это сложно сделать, потому что есть еще кое-что, за что я его очень сильно уважаю. У него 3 детишек, 3 маленьких детишек, и это очень круто. Вот, так что тебе от меня большой-большой респект. И еще хочу сказать, что он очень талантлив, он очень круто поет. И я, кстати, хочу уделить этому отдельное внимание. Я поделиться с вами, у нас один раз была импровизация с ним, мы были в сауне, отдыхали. И просто так взяли гитару, начали петь, и нас ребята сняли на телефон. Вот, и Александр, получается, в большей степени занимается именно якутским подразделением, то есть это вот ребята, которые занимаются новостройками Якутска, вторичный рынок Якутска, покупка, продажа, всеми вот операциями. Работают здесь же в бизнес-центре на 3-м этаже. А вот наш кабинет здесь у нас, получается, это региональный отдел. Татьяна Сергеева, я ее уже показывал вам, когда ездил на Ленинские столбы. Можно, Макса, не знаю. Макса. Вот Таня, знакомьтесь. А, ты уже, да? Да, Все. у меня идет уже процесс. Была моя первая дальняя поездка. Самая дальняя по эмоциям была в Маган поездка. Маган? Все прокляла вообще. И думала то, что все, мы тебя потеряли. И что говорить твоим родителям? Это да. Парень приехал поработать, да? Ушел в Маган. Это была Таня Сергеева. Она тот человек, который мне поддержала в первые мои дни, месяца пребывания в Якутске. Как раз она меня позвала сюда работать. Скоро я расскажу о своей работе, чем я занимаюсь и где. Вот она очень-очень высокий профессионал своего дела. Мне было очень приятно сюда с ней работать, потому что я знал, что наши клиенты вообще в надежнейших руках. Потому что она за каждого болеет прям вот сердцем. Вот я даже, я такой в Питере никогда не встречал, когда вот настолько делает больше, своих должностных обязанностей.
она работала в Питере, работала в банке, работали с недвижимостью. Ну, она и еще Андреев Евгений, Женя, тебе тоже спасибо. Он, в принципе, как риэлтор, тоже как специалист, он и вторичкой долго занимался, много лет. Потом вот на первичный рынок перешел, у него опыт еще гораздо больше, чем у меня. Именно подразделение, которое стало предлагать людям подбор по новостройкам. И не только подбор, а самое главное еще оформление. Здесь в Якутске, получается, без выезда в Санкт-Петербург, либо в Москву. У нас есть страничка в Инстаграме, но как-то с пиаром у нас сложновато. Мы просто вот трудяги работаем. И мне что понравилось, я вот уже в прошлом ролике говорил о честности. Конечно, может быть, я слишком громко заявил, типа, ну, что вот я никогда не вру, ну, то есть я никогда не обманываю, то есть, ну, нет, мне кажется, людей, которые вообще никогда недоговоренности не допустили в жизни, либо где-то пришлось не так сказать. Ну, нету таких людей. Я считаю, что все равно жизненная ситуация иногда обстоит таким образом, что где-то приходится приврать чуток, но это все в таких вот маленьких масштабах. Если брать глобально какие-то события, либо что-то, что может привести к каким-то там, ну, иметь какой-то результат, какая-то нечестность, вот это, конечно, серьезная тема. И здесь вот я, конечно же, когда прежде чем ехать, я общался с ребятами, и они, ну, уже поняв меня, что я хочу от работы, они как раз сказали, что, Игорь, у нас такой же кредо. Ребята сами по себе люди хорошие, создали себе репутацию именно таким образом. К нам приходят родственники, друзья наших покупателей, потому что действительно они получают качественные услуги. Я думаю, что многих из вас, если так поспрашивать, есть друзья либо родственники, которые здесь уже покупали. И вот, чтобы не верить мне, вы просто можете спросить, насколько здесь все четко и, ну, грамотно, вот реально. И как мне сказали, Игорь, нам нужен твой профессионализм, твое знание рынка, знание Санкт-Петербурга и твоя честность и открытость. Все, это вот то, за что клиенты нас любят, и здесь у тебя проблем никаких не будет, потому что люди это видят. Сейчас же рынок такой, что вы видите, общаясь с человеком, юлит он что-то там пытается манипулировать вами, либо нет. Я хочу Татьяне отдельно сказать слова благодарности тоже, Татьяне, Евгению, в первую очередь за то, что позвали меня сюда тоже, да, то есть они приняли конкретно по моей кандидатуре это решение, когда узнали, что я в Питере, ну, уже не могу. Вот меня люди спрашивали, зачем ты сменил большой мегаполис на такой небольшой городок. Я, в принципе, был готов уже сменить на что угодно. Я устал от большого города, я 18 лет прожил, и там, я вот уже говорил, что преобладают материальные ценности. Ну, в принципе, у нас в мире это все преобладает. А духовные ценности я вот, похоже, это чувствовал, а сейчас я твердо уверен, что духовные ценности это гораздо важнее, гораздо ценнее любых материальных. И вот здесь я это обрел. Я обрел себя, я обрел духовность, ту, которую я искал. Именно поэтому я полюбил Якутск, полюбил Якутию. Именно поэтому я очень рад, что я сюда переехал. У меня сестра в Крыму живет, я хотел уехать в Севастополь. Я думал, что я туда поеду. А вот так получилось, что они вот меня услышали, нужен был человек сюда. Соответственно, вот, ну, сложно же найти специалиста, который готов вот так вот все бросить и приехать сюда из Санкт-Петербурга. Вот хочу выразить огромную благодарность Татьяне за то, что она меня поддержала, когда я еще был там, потому что мне было очень тяжело на это решиться. У меня был психологический жесткий стресс. Вообще, Таня вот реально очень-очень большой профессионал. Я вам это искренне говорю. Вот, реально, если вы когда-нибудь, кто-нибудь из вас столкнется с ней по работе, вы это сами поймете. Все очень четко, грамотно, именно вот начиная с того, что профессионально все касаемо, ну вообще в принципе работы, потому что она юрист, да, юридическая сторона вопроса, она бывший банковский сотрудник, руководителем работала, то есть она знает, у нас же как, у нас недвижимость, у нас ипотека, в основном у многих людей это все взаимосвязано, мы же не только подбираем квартиры, оформляем сделки, мы еще с банком все решаем, то есть мы сами заявки подаем в банки, то есть у нас полный спектр, вот вы к нам пришли, это называется принцип одного окна. Вот, допустим, многие продают свою недвижимость в Якутске, чтобы переехать в Питер, да, соответственно, поднялись на 3-й этаж, с ребятами там договорились о продаже, продали, спустились к нам, и у нас тут все полностью подобрали недвижимость, подали ипотеку в банк, подали документы, одобрили, согласовали договор, оформили всю сделку полностью, все провели сопровождение, документы подписали, сами отправили в Питер, то есть мы, ну, полностью, и самое главное, что мне понравилось, что мне всегда нравилось с людьми работать бескорыстно. И вот здесь получается, что для наших клиентов услуги наши абсолютно бесплатные. Вот в этом прикол. У нас заключены официальные договора с застройщиками агентские. И мы представляем интересы застройщиков здесь в регионе. Им это выгодно, застройщикам. И они нам платят зарплату. Вот и все. То есть вы получаете прямые цены от застройщиков, вы получаете все условия, да, все скидки, вы получаете оформление в Якутске. И при этом мы вас бесплатно сопровождаем, все для вас делаем бесплатно, никакой комиссии не берем. Поэтому работа строится таким образом, что ты с человеком просто открыто работаешь без всякой корысти. Тебе важно добиться результата, потому что знаешь, что и человеку это важно. Ведь мы продаем квартиры, по сути, да, подбираем жилье. Это для многих людей единственная покупка в жизни, и это, по сути, как бы это громко не звучало, это приносить счастье людям. Вот как ни крути. Очень тонкая сфера, главное не ошибиться.
Потому что, ну, по сути, мы также доверяем застройщикам, как и наши клиенты, но имея некоторый, конечно же, опыт, имея юридическую, у нас есть служба безопасности в Питере, например, да, которая проверяет всех застройщиков, мы фильтруем по-жесткому. То есть мы не работаем с какими-то там потенциальными банкротами, с темными лошадками тоже. И вот приятно, когда через там 2,5 года дом достраивается, люди едут, получают ключи, скидывают фотографии. Ребята, спасибо вам огромное, у нас очень много отзывов. Ну и тем более многие проекты я сам знаю, я там был, то есть я живу в одном из этих проектов, прожил 5 лет, да, у меня квартира, да, которая сейчас до сих пор очень большим спросом пользуется. И я хочу еще раз выразить славу благодарности. Огромное спасибо, ребята, вам за поддержку, за то, что все это время поддерживали меня и на работе, и в личной жизни, ну, во всем. Спасибо, что я не чувствовал себя одиноким с первых дней. Это помогло мне в этом комфорте создать то, что я в итоге создал, и начать ту деятельность, которую я начал. Ну что, ладно, поеду домой. Смотрите, у нас карта крутая здесь. Очень удобно, на самом деле, пользоваться, ну, и инструментами на компьютере, и вот картой, в принципе. Многие мои клиенты покупают дистанционно, даже не смотрев, не движаясь на месте. Есть у нас панорамные снимки комплексов, то есть можно с высоты птичьего полета смотреть прямо вот с разных ракурсов. Ну и карта позволяет, то есть люди вот представляют, вот Санкт-Петербург, да, и у нас на самом деле есть предложение по всему городу. То есть везде, в разных районах вопрос стоимости, да, ближе к центру понятно, что дороже, подальше от центра дешевле, и вот так вот помогаем людям обрести мечту. Как бы громко это ни звучало, но на самом деле это действительно так. Ну, мы это видим. Мы видим благодарность наших клиентов, и мы видим их радость от процесса приобретения, просто от процесса выбора квартиры. Тут же еще сначала выбираем район, потом дом, потом же планировка, это тоже отдельный. То есть смотришь там, как вот, это я сам же себе, когда покупал квартиру, я помню, что это такое. Поэтому, по сути, люди работают с нами только из-за того, что они нам доверяют, что мы становимся, я реально с некоторыми клиентами стал друзьями. Это очень ценно. Это реально у нас очень достойная работа, и вот Татьяна, она очень любит ее. Она, прям вот мне нравится, она кайфует от работы. Я постоянно это вижу, что как бы ей не было тяжело, потому что у нее 3 детей, да, то есть у нее грудничок маленький. Когда она родила, и через 2 часа она уже писала клиентам инструкции по заключению сделки. Пишем: Таня, успокойся, ты родила только что ребенка. И она вот, как бы понимает, что это очень важно для людей, такая вот черта характера. Это все потому, что любит свою работу. Реально только поэтому. Она всегда говорит: Игорь, тяжело, так вот общаемся, потом говорит: Игорь, что-то, вообще устала, и Катя здесь, вот дочка, и там дети еще, 2 детей, там, все это семейное. Говорит, все-таки я от этого кайфую, потому что я вижу, насколько, какую мы радость приносим людям, какое дело делаем достойное. Каждый должен кайфовать от своего дела. Ну вот, теперь вы все знаете, чем я занимаюсь в Якутске, как зарабатываю себе на жизнь. И вот если говорить о финансовой стороне вопроса, я уже не раз высказывался в роликах своих, и в роликах, в комментариях писал, что не хочу делать рекламу никакую, хотя понимаю, что я в такой сфере начал работать, что тут только на рекламе можно заработать, и это такой для меня сложный, тяжелый вопрос. Но пока я его отложил, потому что пока у меня есть работа, пока я зарабатываю, этот вопрос я откладываю на потом подумаю. Ну а вы можете мне помочь, потому что мне часто писали, что готовы тебе помочь, скинь номер карты. Так просто не хочу, это если только прижмет нужда, если от этого будет зависеть вообще существование канала, существование моей деятельности, я надеюсь, этого не потребуется. А так, чем можете вы помочь мне вот сейчас, когда я раскрыл все карты, если кто-то из вас есть, кому нужна квартира в Санкт-Петербурге, либо в Москве, кому нужна моя помощь, именно как специалиста, я с удовольствием ее окажу, то есть это будет взаимовыгодное сотрудничество, и это будет моя будущая зарплата, на основании которой я смогу дальше вести свою деятельность, купить какое-то оборудование себе, камеру, допустим, давно присматриваю себе более хорошую, хотя, в принципе, это меня устраивает. В общем, такой будет ваш вклад в мою деятельность. Вот. Ну ладно. Что, всем пока. Пойду домой отдыхать. Завтра на работу. Да, забыл сказать, что когда я уже полностью отойду от дела, погружусь в работу на канале, в работу с съемками видео, именно той деятельности, которой хочу заниматься, а вам потребуется помощь ребят, помощь в покупке квартиры в Санкт-Петербурге, либо в Москве, либо здесь, в Якутске, то я знаю, что, как вы уже поняли, мы достаточно серьезная профессиональная команда, и вы смело можете обращаться к моим коллегам, они помогут действительно на высоком уровне. Поэтому я, в принципе, этот ролик делаю не только, чтобы рассказать о себе, о своей работе, но и в качестве благодарности хочу сказать о ребятах, потому что действительно тут, я хочу, чтобы о них знали, и что действительно я знаю, что вы попадете в хорошие руки, если попадете в нашу команду. Вот, что еще хотел сказать. Ну, а теперь точно все. Чао.